В Бирске супруги-колясочники мечтают о нормальном жилье. У семьи есть небольшой дом, но все удобства, туалет, вода на улице. Да и здание приходится постоянно латать. Здоровому человеку пришлось бы нелегко, а для них, людей в инвалидном кресле, говорят супруги, такое существование становится невыносимым. Попытки улучшить жилищные условия пока не увенчались успехом. Подробнее расскажет Анастасия Ильчебаева. Он сначала на одной ноге заводит в дом жену, а уже потом заходит сам. Друг для друга они опора и поддержка. Рассчитывать больше не на кого. Когда Марина упала с 5-го этажа и оказалась в инвалидном кресле, родственники от нее отвернулись. А у Марата из близких взрослый сын и пожилая мама в Удмуртии, откуда он и переехал в Бирск. Познакомились в интернете, вот уже 2 года живут вместе. Мне пришлось уже как взять быка за рога, так скажем, и повезти ее в ЗАГС, пока не передумала. Ну, а я со своей стороны просто хотела, как по библейским этим, жить без греха, а в браке, чтоб все и на всю жизнь, чтоб уже, как говорится, вышло и до конца. Марина в доме отвечает за приготовление еды, а Марат за уборку. Костыли мужчине противопоказаны, но на одной ноге он иногда может подняться с кресла. Живут в стареньком частном доме, и то не в своем, братом Марины, который сейчас находится в колонии. Скоро освободится, и тогда супругам придется вернуться в жилье, откуда они съехали. Бывшая проходная швейной фабрики, 17 квадратов. Нету воды в доме, колонка рядом, там через 2 дома. Общественный туалет на 19 семей у нас. И этот туалет находится очень далеко. Нам в коляску, тем более после дождя или еще что-то. Живут на пенсии по инвалидности и пытаются работать. Латают бракованные перчатки. Рубль 50 за штуку. Копейки, но все же какие-никакие деньги. Но заработать на квартиру не получается. Хотели встать в очередь на улучшение жилищных условий, но в администрации открыто сказали, шансов мало. Лучше вот оформить землю и улучшите свое жилище. Каким образом? Ну, продадите землю, прям так сказали, продадите землю, и, значит, как-то обустроитесь. Ну, она же не стоит миллион. Когда оба лишились возможности ходить, думали все. На этом жизнь закончилась. Замкнулись в себе. Но после встречи словно вырвались из клеток, в которые их загнали обстоятельства. Взяли в кредит машину, чтобы быть мобильнее, а дают за нее одну пенсию. Зато теперь могут поехать за продуктами, выбраться на прогулку. И главная мечта не остаться в одиночестве сбылась. Они нашли друг друга. Не хватает лишь семейного гнездышка. Хотя бы как-то. Под старость лет прожить, а не существовать. Анастасия Ильчебаева, Булат Садриев, Игорь Иванов. Новости. Бирск.